с нами, всеми этими социальными службами начинает приобретать определенный размах, и люди уже начинают узнавать заранее, и не потерянные для общества люди, которые в силу различных обстоятельств попали в трудную жизненную ситуацию, все-таки хотят вернуться к жизни. Поэтому к дому, к своей семье. Поэтому я думаю, что это то, что сегодня здесь присутствуют практически все службы, которые необходимы для того, чтобы человека реабилитировать. Это очень отрадно. Поэтому я думаю, что это мир не без добрых людей. Поэтому все мы хотим, чтобы каждый человек ценен для общества. Поэтому некоторые говорят, что эти люди потеряны. Я лично считаю, что они не потеряны. Поэтому то, что есть сегодня проводится, это даже очень, очень полезно и похвально, и нужно. Ну, я беседовал с медиками, я беседовал с представителями МЧС, я беседовал, со службами, а вот хотел бы узнать, действительно, вот в этой акции, да, отлаживается взаимодействие. Даже взять, если по большому счету, да, у полиции не всегда хватает полномочий, чтобы человека там, честно говоря, там, да, здесь играет большую роль директор. И вот это взаимодействие также играет наркологический диспансер. То есть много медицинских аспектов. И вот это взаимодействие на акции, как вы считаете, она проявляется. И я заметил, вы уже его совершенствуете. Да, Я это точно заметил. Я потом в процессе расскажу, какие совершенствования появились. Я сам удивлен. Вот я хотел бы узнать ваше мнение. Дело в том, что мы все, когда вот даже круглые столы, какие-то совещания проводим, да, совместные, той же наркодиспансером, тем же психиатрии. Все это мы делаем теоретически. А тут сегодня, которая акция проводится, это практически. Это реально мы проводим. И наши сотрудники реально контактируют с теми же сотрудниками наркодиспансера, тех же центра занятости. Поэтому узнают, мы знаем, что это конкретно уже происходит такое знакомство, которое потом в будущем нашей работе очень помогает. Потому что... И, наверное, работникам полиции, наверное, это тоже практика, особенно молодым, да? Да. Это особенно молодым сотрудникам. Это реальная практика. Что такое индивидуальная профилактика, что такое профилактика наяву. Конкретно молодые сотрудники это видят. И им будет в жизни это помогать в каком отношении? Что они несут не только характерные функции, еще раз повторяюсь, потому что они работают для людей, чтобы их вернуть в жизнь, чтобы они преступления, не дай бог, административное правонарушение не совершали, чтобы они той остановки, которая находится в городе, не были винтиками роста преступности. Все эти ситуации. Это чистая профилактика наяву, которая реально идет. Я еще заметил, взаимодействие психологов МВД и гражданских психологов. Я здесь увидел, тоже есть. Да. Также и медики. Я действительно говорю, что это непростая акция. Здесь, оказывается, приходится в жизни применять то, что, наверное, на бумаге не применишь. Да. Я говорю, это реальная работа. И, конечно, это цель, которую мы преследуем, в жизни. И, например, тот же человек, который реабилитировался и вернулся к жизни, он будет век благодарен всем тем людям, которые проводят эту акцию. Огромное спасибо за ваше интервью. А первые уже участники акции отблагодарили, так сказать, слова благодарности проявили. Акция продолжается, мы будем вас держать в курсе. Спасибо, берегите друг друга. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Потом, когда будем итог делать, я оттуда вырежу, то, что хорошо. нужно. 3 в одном делаем.
Я вырубаю пока.